Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. А я вот что подумала, Максим. Дети же в детстве кем мечтают стать? Они в основном мечтают стать, там, не знаю, певцами, актерами, супергероями, чем-нибудь вот таким. А вот когда люди взрослеют, они мечтают стать кем-то вроде сторожа. Потому что с детства дети не понимают прелесть профессии сторожа. А в чем она? Ну смотри, кайф, ты Так. приходишь, садишься, Мгм. ну, почитал газетку, Так. разгадал сканвордик, Ага. прикорнул где-то. Ну, не работа, а кайф, и за Идеальная это получаешь история. деньги еще, понимаешь? Да, идеально просто. Так, а ты кем мечтал стать в детстве? Я мечтал в детстве, я не помню, кем-то мечтал стать. Ну, Хорошо, а ты на кого учился? на токаря. А как так Короче, случилось? ну что ты задаешь эти вопросы? Не, ну, Ну, мне просто интересно, как так получилось, что ты вдруг решил быть токарем. Потому что колледж был возле дома. Ты настолько не любил большие расстояния и ходить боялся? Настолько, да. Если бы было какое-то обучение на стороже, то я бы сразу с детства пошел. Я с детства прям сторож был. Я сторожил свое уютное местечко. Ну смотри, теперь ты супер популярный комик, правильно? Скажи, Ты да, тоже, да. конечно, Ведущий нашей начинаешь программы, несмотря на то, что на токаре поучился. Это хорошо, это здорово. Слушай, мне кажется, если бы ты вовремя попал на какие-то вот курсы по правильной профориентации, на какие-нибудь проекты на эту тему, то, возможно, ты бы минул стадию токаря. Между прочим, в тему к этому нашему с тобой разговору. Сегодня к нам пришли гости, и это два прекрасных человека. Это Катерина Бриль, руководитель проекта YouCan, а также Никита Баглай, разработчик робота и сайта этого самого проекта. Я не смогла дочитать до конца «Войну и мир». Если я хочу отдохнуть, я иду покушать. Когда на меня кричит сосед, я убегаю играть с собакой. Самое странное место, в котором я был, это заброшенный мясокомбинат. Мой самый неприятный недостаток – это упертость. Катерина Бриль, руководитель профориентационного проекта для подростков YouCan. Никита Баглай, разработчик робота и сайта этого проекта. В проекте действует золотое правило – нужно помогать тому, у кого есть желание. Ребят, привет, рада вас видеть. Доброе Привет. утро. Вообще, утренние пташки или вам вот это сегодня было сложно вставать? Сложно. Я тебя так понимаю, вот это вот вести утреннюю программу, когда ты сова, очень сильно тяжело. Я жаворонок. Ой, не ври, пожалуйста, Ладно, человек, который я спал бы пытался. до обеда, Я была бы хотел возможность. выделиться на фоне, что вы Ага. все хотите спать, а я рано встаю. Ладно, давай твоего голоса и от наших утр переходить к вашему проекту под названием YouCan. Давайте. Суть его в чем? Расскажите-ка нам, пожалуйста, и зрителям нашим. YouCan – это Мгм. социальный проект для детей-сирот. Мгм. Изначально он задумывался как IT-лагерь, когда мы только летом привозим детей со всей республики и занимаемся с ними по IT-направленностям. Но что-то в какой-то момент пошло не так или так, и дети начали изъявлять желание подходить, говорить о том, все очень здорово, классно, вы рассказываете нам про IT, про журналистику, про маркетинг, программирование, а я хочу быть агрономом. Что мне делать? Вот расскажите мне вот про это, расскажите, а я хочу быть археологом, а я хочу быть архитектором. И так наш проект расширился, и на сегодняшний день это уже такой большой годовой проект, когда мы занимаемся с детьми онлайн-профориентацией. После этого самых-самых замотивированных и которые хотят доказать себе, доказать своим опекунам, законным представителям, что они могут все, мы привозим их в мотивационный лагерь, и после этого они уже доказывают нашим партнерам, нашим мастерам о том, что они могут быть этими специалистами, и их уже привозят на стажировку, на летнюю стажировку, где они по этой профессии проходят обучение. Слушайте, но участвовать могут только дети-сироты, правильно? Да, в большинстве случаев, Ну, но... сейчас он на них и направлен, да. Да, но мы делаем иногда исключения и приглашаем к нам детей, наших волонтеров. К нам приезжают волонтеры, они, как правило, они все с детьми, они оставить детей не могут там логично, на 2 да. недели. Вот они говорят, мы готовы вот прям с вами жить, да, 24/7, но вот возьмите Наши наших детки тоже детей. будут вместе. Да, и вот в этом году мы проводили такой пробный. Мы брали ребят из обычных семей и смотрели на их интеграцию, на их инклюзию, насколько у них получится соединиться, насколько вот они будут общаться, и мы получили просто классные результаты, когда нам родители звонили и говорили: большое вам спасибо, потому что ко мне приехал ребенок домой после вашего лагеря, там после 9 дней, и сказал о том, что вот, мам, пап, спасибо тебе большое, я знаю, что можно жить по-другому. И вот это вот уже родители говорят, так после такого, после обычных
обычных лагерей такого не бывает, а здесь прям вот и он получил и знания, и он получил представление о том, кем бы он хотел стать, и кем бы он там будет на кого дальше учиться. Но здесь такая еще и внутренняя очень такая составляющая, за которую мы боремся, всегда говорим, что вот UCAN — это не только обучение, это что-то очень такое личное больше, это как крылья за спиной. То есть, по факту, абсолютно любой человек, обладающий абсолютно любой профессией, может включиться в проект, да, Да. и преподавать именно то, что он умеет. Да, все верно. И вот на сегодняшний день мы начали разработку, уже подходим к ее логическому завершению. Мы разрабатываем онлайн-платформу по профориентации. И мы сейчас выбирали 100, на сегодняшний день у нас есть 100 специалистов разных областей. Это инженер-конструктор, программист, врачебное дело, в общем, со всех областей, кого можно представить. И тут мы вот просто дали клич, вот, ребят, мы делаем такой проект, нам нужны люди, которые готовы с нами посотрудничать, которые готовы записать обучающие материалы, подготовиться. Каков алгоритм попадания в программу? Как ребенку попасть в программу? А мы сотрудничаем с Министерством образования, и мы делаем рассылку по всей Беларуси. Любой ребенок, именно нашей целевой аудитории на сегодняшний день, может зайти к нам на сайт, зарегистрироваться, и после этого ему придет инструкция, что ему нужно сделать. Это регистрация в телеграм-канале, где он проходит профтесты, где он знакомится с профессиями, и после этого мы уже выбираем, кто к нам приедет в лагерь, и кто дальше с нами пройдет уже до следующего этапа, это стажировки. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И в гостях у нас сегодня руководитель проекта UCAN Катерина Бриль и разработчик сайта и робота-проекта Никита Баглай. Так, ребята, у нас сейчас будет для вас интерактив, который называется «Why? Кто это?». Правила такие. Сейчас на экране будут показаны шаржи, закрытые табличкой «Подъем». Вы должны по каким-то элементам внешним догадаться, что это за известная личность. А это будут очень известные личности. Ого, какие. Ну что, давайте отгадывать. Наша первая картиночка. Есть ли варианты, Никита? Никита. У меня вариант, что это похоже на Хакамада. Хакамада. Ирина, которая? Да. Хорошо. который- А сейчас мы, может быть, послушаем вариант. А я Правильный? соглашусь-то с ним. Ты думаешь, что это Хакамада? Нет, я-то знаю. Ты же знаешь, кто это. Я-то знаю, кто это, но я хочу поддержать Никиту. Вот это ты красотка. Вообще какой-то идеальный человек. А я вот бы так не сделала. Ну все, значит, это неправильно. Все, минус 4 балла. Зато Ничего дружба. страшного. Первый шарж был на 4 балла. А это Риана, обратите внимание. Амбрелла, Элла, Так. Вот, пожалуйста. Плюс Но один за то, что поддержала. Сказать Насте, чтобы никогда больше не пела Umbrella. Всё, я Хорошо. пометил. Мгм. Так, продолжаем. Второй шарж. Кто же это? О, Ага. Боже мой. Ага. Я Повторяй. только я угадываю по пупку на самом деле, кто это. Вот по луку можно сразу догадаться, что это за звезда. Шакира. Да! вот так-то Да! быстро. Вот так вот быстро! Я хотел По послушать. пупку, я не заметила. Подожди, сейчас попробуем Да? спеть Шакиру. Он разрешит или нет? Whatever, Не петь. Тоже Отдать нет. Настю врачу. Окей, так это нас кто? Ну, это к тебе уже вопрос. Это к тебе уже, Никит, кто твою фотку выкинул? Как Ну, в зеркало смотришься, да? Я вот не глядя в карточку еще, Так. примерно тоже догадался. Ну, я А сейчас тоже в целом посмотрю понимаю, и что это. скажу, так ли это. Так, это так. Это Так так, что это так. то, что ты сейчас думаешь, говори это так. А вот почему так вот несимметрично, пожалуйста, ему галстук нарисовали? Очень сильно сбивает. Хочешь смотреть в галстук, а не в глаза? Ну, Сейчас, вообще, ответит. отвечай. Хоть Есть что-то. варианты? У меня нет. Нет, Нет, серьезно? точно. Нет Вас вариантов? нет я ассоциаций я никаких? не... Но это вот мужчина, как вы понимаете, надеюсь, здесь у нас Это никаких ясно. нет, да? Да. Который вот почему-то молвой назван одним из самых красивых актеров. Почему-то вот так когда говорят, Брэд Питт, когда ясно. нужно назвать красивого актера, обычно его и Да? говорят. Вот это вот. Да? Брэд Кто? Питт? Да, абсолютно Это верно. Брэд Питт. А тебе не нравится Брэд Питт? У него маленький нос. Мне кажется, у мужчин должны быть большие носы. Ну, простите. Никита, я думала говорить, что это ты. О, классный. актер. Настя, Грузия твой рай, да? А что это Грузия? Армения. Прям огромные носы. Армения. я Нет, все, не помню. Брэд Питт красавчик. Похож Вообще на вопросов того, нет. кто сыграл доктора Хауса. Да, как А зовут? как его Ну, как зовут? зовут? А, не знаю. Ну, Хью. Хью. Ну, Хью. Да. Хью, а Не дальше? Хефнер, Ну, не Не Джекман. же. Джекман. не Джекман. Ну. А Лори. Ты хотел сказать, хотел что это сказать- такой же, как из Марвела, вот этого чувак? Нет, я это хотел- Локи вообще. Да, я хотел как ты сказать хотел про, сказать? про профессию отоларинголог. Ого, как бы ты завернул. Да. Ну они- все, я все спалила. Простите, это Хью Лори. Да, это был Хью Лори. А вот, пожалуйста, человек, который, мне кажется, супер узнаваем. Да. И кто это?
Он сыграл в фильмах, он достаточно... Джим Керри. Джим Керри, вот. Джим Керри! Никита сейчас как будто на экзамен. Ну, он сыграл в таких фильмах, как Я же «Розыск читала. домашних животных». Я Я честно просто читала. помню, но не мог вспомнить. Оу! Так, а это у нас кто? Так, сразу скажу, это не Маша Распутина. Нет, ну есть вариант певец, да? Да. 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 Зовут как ведущего программы «Поле чудес»? Лейта Гутина. Ну, вот и да, Спасибо. правильно, Лето Гудин. Ну, это шарш, конечно, здравствуйте. Ну, как бы пугающе. Вот, было. например, Ну, как-то шарф совсем вспомните. переборщили. Да, и вот на Гутина шарф вспомните. Поставить Да, сейчас, вот, если кстати, еще да. на контрасте их поставить, это будет Как немножко... будто Агутин меня кривляет. Мне говорит. Агутин, харе, давайте следующую картинку. Так, ну это как Ну, будто бы давай, я знаю. будто бы Варианты сразу. есть, да. А кто Пугачева. это? Абсолютно верно. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем общение с нашими гостями. Это руководитель проекта YouCan Катерина Бриль и создатель сайта и робота-проекта Никита Баглай. Ребят, вопрос к вам. Расскажите о онлайн-платформе, которую вы делаете. На кого она ориентирована, кто может ей воспользоваться? На сегодняшний день платформа ориентирована, опять же, на детей-сирот. Только они в возрасте 13-17 лет, которые могут к нам прийти, зарегистрироваться, пройти профтесты и погрузиться в мир профессии, узнать более подробно, что это такое, где можно обучаться, в каких колледжах и вузах по всей республике, фильмы, книги, художественные, мотивационные, в общем, там все-все-все готовят это мастера. Но у нас есть большая-большая задумка и идея о том, чтобы дать доступ к этой площадке для родителей обычных детей. Мы идем к этому, надеемся, что вот после Нового года мы откроем доступ, и тогда смогут ребята абсолютно вот независимо от того... Ну, целевая аудитория все равно ж не изменится. 13-17 лет дети. То есть Да. основная. Слушайте, а вы вообще как-то отслеживаете, что происходит с детьми потом, после того, как они выпустились условно из лагеря, прошли профориентацию, прошли стажировку? Да, То- обязательно. Они продолжают работать по профессии? Каков процент? Во-первых, они не могут работать, они включены в процесс с мастером. Вообще, да. Ну, отвечу на первый вопрос. Мы продолжаем отслеживать судьбу ребенка. И на сегодняшний день у нас через нас прошло 200 подростков по всей Беларуси, и часть из них уже поступила в университеты. И Ага. вот август был такой горячий месяц, когда ребята нам отзванивались и рассказывали о том, что делились своими первыми успехами. И это, правда, очень классные успехи, потому что очень много ребят хотели, планировали остаться у себя, жить вот в маленьком городке, вот, например, со Слуцка. То есть после 11 класса ребенок не хотел поступать в вуз, он хотел оставаться в колледже. И вот он побывал у нас в лагере дважды. И позвонил и сказал о том, что он поступил на физико-программиста в Брестский университет, поверил в себя. Он просто не хотел, он мог все, но не хотел в это верить. И вот наши мастера вот ему рассказали, вот, собственно говоря, Никита Кто его и учил был, программированию? и Кто был учил его в его программированию? команде. Что за скромник? А сейчас топ-5 советов для наших телезрителей от наших гостей, как подросткам и их родителям определиться с выбором профессии. Наверное, Итак. самое главное — не бояться ошибиться, потому Так. что некоторые дети боятся, что они выберут не ту профессию и так далее. Сменить профессию, если вдруг не ту, которую хотели, выбрали, но понять, хотели они ту или иную профессию, можно только начав что-то делать для этого. Хорошо, Вот. это первое. Да. Второе. Верить, что ты можешь. You can. Это прям наше золотое правило. Если ты не веришь в себя, не веришь в то, что ты можешь, трудно с такими детьми работать, и трудно до них что-либо донести. У нас существует правило помогать только тем, кто действительно этого хочет. Третье. Третье. Наверное, какой ресурс сейчас есть у детей, это время. И, наверное, стоит максимальное количество времени своего не только развлечениям посвящать, но и образованию. Сейчас очень много материалов, которые Находится в доступе. находятся в открытом доступе, да. Четвертое. Акцентировать внимание на том, что ты любишь больше всего. Очень много историй, когда у нас дети говорили, да, что вот мы в детстве очень любили рисовать безумно-безумно, но по какой-то причине вот взрослые говорили, это не очень востребовано будет, давай ты вот и дальше. Вот он доходит до 11 класса и говорит, мне все-таки нравится рисовать, как я могу свою жизнь связать с этим? Поэтому здесь нужно уделять внимание, здесь такой нужен баланс между тем, что нравится ребенку, и баланс между тем, что это будет перспективно, что это будет интересно. И пятое. И пятое. Изначально
изначально детям в том числе кажется, что в некоторых областях, например, нельзя зарабатывать, и они делают выбор в пользу той профессии, где они считают, можно зарабатывать. Но стоит понимать, что в любой области можно в том числе и зарабатывать. Главное стать в этом области экспертом. Становитесь экспертом. Я сейчас сам как будто мотивирован. Да? Да, мне тут наговорили, да, я также сейчас выберу сейчас себе профессию, буду в нее верить.